Из столичного аэропорта делегация сразу отправляется в парламент. Общение здесь проходит в дружеской обстановке. С собой гости привезли подарки и новость о том, что в городе Ош завершается строительство мечети. Она будет носить имя первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. Такое предложение внесли сами жители кыргызского города, рассказывают гости. В трехэтажной святыне созданы все условия для молящихся. Мечеть рассчитана на 1000 мест, и оно вот на стадии завершения. И приехали, чтобы официально пригласить руководство Чеченской Республики и лично Рамзана Ахмедовича на торжественное открытие мечети. Из парламента гости отправились в Аргун. В мечети имени президента регионального общественного фонда Аймани Хаджи Кадыровой они совершили вечерний намаз. Внутренний дизайн и сама архитектура святыни вызвали восхищение. Гости сделали памятные фотографии, чтобы показать увиденную красоту своим землякам. Побывали делегаты и в родовом селении главы республики Цинтарое. Здесь они посетили могилу первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, отдавая дань памяти и помолившись за человека, принесшего мир и процветание республики. Пришли чтить память великому человеку с большой буквы, герою России, который отдал жизнь за справедливость, за мир в Чечне и героически погиб. Мы чтим память, и сегодня вот приехали сделать зиарат и делать дуа. Пусть Аллах примет наши дуа. Второй день пребывания в Чеченской Республике начался со встречи с представителями Общественной палаты. Собравшиеся отметили исторические связи двух народов. Киргизию и Чечню на протяжении десятилетий связывают добрые отношения, которые со временем должны только крепнуть. Обе стороны готовы к дальнейшему взаимодействию. Я желаю огромного успеху в ваш приезд, и мы, если даст Аллах, и мы постараемся к вам приехать, чтобы эта дружба наша процветала, развивалась и давала свои результативные плоды нашего сотрудничества. Делегаты не могли не посетить и одну из главных достопримечательностей Грозного – мечеть сердца Чечни. В этом доме Всевышнего гости совершили полуденный намаз. Чтобы дружба между народами росла и крепла, в Грозном гости решили посадить деревья грецкого ореха, привезенные из Кыргызстана. Место уже определили в дендросаду. В честь первого президента, хорошего, доброго, который создал мир и согласие в этой земле, в честь его 1000 саженцев орехов мы привезем. Это очень добрая, хорошая земля. Здесь можно она вырастет, веками будет стоять. Наша дружба будет длиться очень долго. Она имеет хорошего продолжения. Саженцы грецкого ореха планируют привезти уже осенью. Под будущий сад будет отведено 5 гектаров земли. Розана Цамаева, Ильяс Якубов. Новости.